Потом, да, после... Ну что, последний уже, по-моему, опоздавший уходит, да? Товарищи, у нас два вопроса на вечернее заседание вынесены. Уважаемые товарищи, давайте, рассаживайтесь уже все. Товарищи депутаты, два вопроса вынесены на вечернее заседание. Во-первых, это рассмотрение проекта декларации о полной политической реабилитации народов, подвергшихся насильственному переселению. И второе – это информация товарища Бурлацкого о депутатском клубе. Я хотел бы очень попросить всех, призвать всех к максимальной организованности, потому что мы можем провести даже раньше, если все у нас так пойдет, то мы можем провести в компактные сроки, так как все это обсуждалось и отрабатывалось и так далее. Слово по первому вопросу о декларации о полной политической реабилитации народов, подвергшихся насильственному переселению, имеет председатель Совета национальностей товарищ Нишанов. Уважаемые товарищи депутаты,
новый политический курс партии, начатый в апреле 1985 года, создал реальную возможность и необходимые условия для решения вопросов, связанных со снятием обвинений, выдвигаемых против целых народов. Стало возможным осуществление полной политической реабилитации народов, подвергшихся насильственному переселению в период культа личности. Как вы все хорошо знаете, эти вопросы неоднократно поднимались на Первом съезде народных депутатов СССР, на первой сессии Верховного Совета СССР, а также многочисленных выступлениях в печати, на митингах и собраниях общественности. Трагические потери в период культа личности понесли все без исключения народы нашей страны. Тема полной политической реабилитации народов, подвергшихся репрессиям и насильственному переселению, была одной из центральных и на сентябрьском пленуме Центрального комитета нашей партии. В платформе КПСС по вопросам национальной политики партии в современных условиях подчеркнуто, что одной из серьезных причин обострения национальных проблем явились массовые репрессии, особенности переселения целых народов из мест их традиционного жительства в другие республики и регионы. В платформе указано, что хотя после 20-го съезда партии многие антидемократические, попирающие права человека решения были осуждены и отменены, не во всех случаях удалось устранить последствия допущенного беззакония. Наличие этой проблемы сказывается до сих пор. Учитывая исключительно важное значение этой проблемы на данном этапе, председатель Верховного Совета СССР товарищ Горбачев Михаил Сергеевич обратился к членам Верховного Совета СССР, всем народным депутатам Советского Союза, участвующим в работе сессии, с письмом, в котором говорится, что Президиум Верховного Совета СССР считает целесообразным принять на сессии Верховного Совета декларацию о полной реабилитации народов, подвергшихся насильственному переселению в период культа личности Сталина. В этом документе решительно осуждается насильственное переселение народов как антисоциалистическая, абсолютно противоправная практика. Предлагается дать политическую, правовую и нравственную оценку сталинскому произволу и насилию как преступлению против советских народов. Особое внимание уделяется тому, что законодательная реабилитация репрессированных народов будет иметь важное значение для укрепления национального достоинства каждой нации, восстановления исторической правды, оздоровлению общественной морали, консолидации масс на платформе перестройки. Предлагаемый вашему рассмотрению проект декларации о полной политической реабилитации народов, подвергшихся насильственному переселению, явится также юридическим актом, дающим гарантии, что подобная практика, грубо попирающая права человека и элементарные нормы гуманности, не повторится в нашей стране больше никогда. Декларация провозглашает полную политическую реабилитацию всех репрессированных народов и безоговорочно осуждает имевшую место практику насильственного переселения как тяжелейшее преступление, противоречащее самой природе социалистического строя и принципам демократии и законности. Проект декларации единогласно одобрен Президиумом Верховного Совета СССР и вносится
на ваше рассмотрение, уважаемые депутаты. Все, Рафик Мишанович. Я на этом сообщение закончил. Одновременно хотел бы сказать, здесь поступила записка депутата Оболенского по этому вопросу, где предлагается некоторые редакционные дополнения, а главное, предлагается, чтобы в течение 6 месяцев Совет министров СССР разработал и представил на утверждение Верховного Совета порядок материальной компенсации и других вопросов. Я бы, принципиально поддерживая в целом этот подход, хотел бы обратиться с такой просьбой. Нам сейчас, в принципе, принять бы вот эту главную политическую декларацию. А вот у нас работают по народам, которые насильственно были репрессированы, комиссии Верховного Совета или комиссии, созданные Советом национальностей, или комиссии, созданные Верховным Советом СССР. При рассмотрении докладов этих комиссий практические вопросы будут рассмотрены вместе с докладами этих комиссий. В данном случае речь идет о большом принципиальном политическом акте. Прошу рассмотреть. Так, спасибо. Вопросы какие-нибудь есть к Рафику Мишановичу? Если у вас есть вопрос, пожалуйста. Один вопрос, по-моему. Да. Пожалуйста. 6-й микрофон включите, пожалуйста. Депутат Корягин, НТ-367, Таджикистан. Рафик Нишанович, указом Президиума Верховного Совета СССР в сентябре 1967 года крымские татары были полностью реабилитированы. С них было снято позорное клеймо, несправедливо полученное ими в период нарушения социалистической законности. В то же время родину крымским татарам этот указ не гарантировал. Несмотря на это, люди, однако, возвращались на родину, свято веря в то, что раз невиновен, значит восстановлен в гражданских правах. Более того, когда крымские татары хлынули в Крым, местное руководство... У вас вопрос есть? Пожалуйста. Выступления у нас будут потом. Сейчас вопрос. Хорошо. Вопрос. Гарантирует ли декларация, что впредь такого больше не повторится, и что решение проблемы будет полностью отвечать чаяниям крымско-татарского народа? Первый вопрос. И второй. Когда конкретно будут заслушаны выводы комиссии Верховного Совета по проблемам крымских татар, советских немцев и турок-месхетинцев? И будет ли принято решение, имеющее силу закона? Первое. Декларация полностью гарантирует то положение, что подобное никогда не должно повторяться. Это изложено и в проекте декларации, который у вас имеется. Что касается вопросов конкретно решения крымско-татарской проблемы и турок-месхетинцев, о которых вы здесь говорите, по обоим этим вопросам сейчас завершает свою работу комиссии, и работа комиссии будут рассмотрены Верховным Советом или Советом национальностей по мере завершения. Но я должен сообщить, что работа комиссии почти на стадии завершения. Хорошо, спасибо. Минутку. Андрей Дмитриевич, пожалуйста. Не вопрос у вас? Не вопрос. Тогда выступление, я вас запишу. Пожалуйста. Микрофон включен. Машняга, Кишинев. Рафик Нишанович и Евгений Максимович, располагает ли Верховный Совет данными, сколько населения, сколько человек в разрезе союзных республик было депортировано в соответствующие годы? В том числе нас, например, депутатов от Молдавской республики, интересует депортированные переселенцы из Молдавии. Прошу ответить. Сейчас прежде чем ответить, Рафик Нишанович, я хочу просто обратить ваше внимание, товарищи. В этой декларации говорится о депортации целых народов. Если говорить о том, как пострадали другие, пострадали все вообще. Все. Но там частично депортировали, а здесь целые народы переселили. Поэтому в этой декларации берется только этот вот вопрос. Я вас понял, Евгений Максимович, но Хорошо, логично возникает и такой вопрос. Пожалуйста. Нет, пожалуйста, Рафик Нишанович. Если есть...
Нас, депутатов, спрашивают, поэтому логично Хорошо, возникает вопрос можно у других будет задать народностей. этот вопрос. У меня нету таких данных, но если депутаты интересуются, то нужно тогда эти данные иметь. Я прошу это считать тогда Спасибо. депутатским запросом от имени молдавской депутации. Спасибо. Нет, запрос, еще раз хочу сказать, запрос делается по-другому. Запрос выносится официально в определенное время, обсуждается и так далее. Вопрос, хорошо, на этот вопрос будет дан ответ. Спасибо. Спасибо. Так, вопросов больше нету, товарищи? Тогда давайте договоримся о процедуре следующей. У меня здесь вот 8 желающих выступить, товарищи. Я бы также просил, как и у нас уже на утреннем заседании было, если какие-то конкретные вопросы стоят по декларации, я просил бы, в общем-то, максимально близко к тексту выступать в декларации. И второе, по 5 минут. Нет возражений? Слово предоставляется товарищу Кугультинову Давиду Никитичу. Подготовиться? Нет. Товарищу Дарсигу Муса Юсуповичу. Потом у меня не было. Товарищи, мне 67 лет. Трудовой стаж мой составляет 72 года. Как могло так случиться? Годы пребывания на фронте и в тюрьмах и лагерях, согласно проекта закона пенсионного, засчитываются год за 3. Поэтому мой трудовой стаж на 5 лет больше моего возраста. Я у вас прошу по минуте за каждый год, который я провел в тюрьмах и лагерях. Это составит 13 минут, ибо я буду говорить о вещах весьма серьезных. Я прежде всего хочу сказать, само название декларации меня не устраивает, что-то протестует во мне. Что значит полная политическая реабилитация насильственно переселенных народов? Политическая. Разве можно реабилитировать того, кто политически мыслит не так, как ты? Разве можно наказывать или реабилитировать за то, что ты принадлежишь и веруешь в другую политическую систему при нашем плюрализме? Я думаю, здесь есть какой-то нонсенс. Я против слова «политическая реабилитация», ибо есть кроме политической и правовая, и юридическая, и прочие аспекты реабилитации. И потому, исключив слово «политическая», я думаю, что нам надо сделать декларацию о полной реабилитации и так далее, как в тексте. Иначе, ставя акцент на слово «политической», мы все другие аспекты как-то отводим в сторону. Но этого делать по отношению к народам, которые пережили такое, нельзя. И вообще распространять какие-то человеческие правовые аспекты на все нечеловеческие звериные деяния нельзя. Поэтому этот вопрос давайте будем рассматривать с этой точки зрения, с точки зрения полной реабилитации по всем аспектам народов, насильственно угнанных в ссылку. И далее, я думаю, что здесь надо обязательно добавить слово не только насильственно переселенных, но и подвергшихся геноциду, ибо такое слово существует в международной практике. Слово «геноцид» означает уничтожение, физическое истребление народов или группы. Когда калмыков, народ, который жил испокон веков на юге, сослали и разбросали от Урала до Петропавловска на Камчатке, когда разослали их на берега Северного моря, народ был обречен
на уничтожение. Но народ выжил. Выжил потому, что вопреки воле тех, которые совершали этот вандализм, это зверство, там были люди, там были народы, там были русские, казахи, киргизы, узбеки, которые не дали вымереть насильственно угнанным, переселенным народом. И я хочу сказать великое спасибо великому русскому народу, казахскому народу, киргизскому народу, узбекскому народу, всем народам, ибо народы мудры, народы благородны, народы всегда честнее своих паршивых, мерзких правительств. И потому я эти слова благодарности хочу сказать от всей души и, может быть, от имени всех народов. И та декларация, которую мы будем сейчас принимать, действительно имеет огромное политическое значение пред лицом всего мира. Далее, нельзя реабилитировать народы, которые несли ответственность только за то, что они народы, только за то, что ты калмык, только за то, что ты чеченец, за то, что ты ингуш. За это быть наказанным и реабилитированным, ведь это все равно, что реабилитировать расстрелянных евреев за то, что они евреи. Я думаю, здесь акцент должен быть перенесен, как это прекрасно сделано у Михаила Сергеевича Горбачева. И я хочу зачитать отрывок из его письма к депутатам, чтобы все слышали, чтобы народы слышали. Вот как говорит об этом Михаил Сергеевич. По нашему мнению, в этом документе необходимо решительно осудить насильственное переселение народов как антисоциалистическую, абсолютно противоправную практику. Сталинскому произволу и насилию должна быть дана политическая, правовая и нравственная оценка как преступлению против советских народов. Декларация явилась бы юридическим актом, дающим гарантии, что подобные действия никогда не повторятся. Вот эти слова Горбачева должны лечь в основу нашей декларации. И нам, кроме декларации, надо что-то делать, то, что подтвердило бы слова нашей декларации. Уж слишком мы много деклараций делаем, уж слишком много мы слов говорим. А что можно сделать? Я приведу один пример, то, что можно сделать. За то, что калмык в 1945 году и нынче, сейчас живой, больной подполковник Эренцен Бадмаев не получил звания Героя Советского Союза. А кто его представили? Достоин присвоения звания Героя Советского Союза командир 785-го стрелкового краснознаменного полка подполковник Меркулов, 30 августа 1945 года. Достоин присвоения звания Героя Советского Союза командир 144-й стрелковой Виленской краснознаменной дивизии полковник Зорин. Достоин присвоения звания Героя Советского Союза командир 65-го стрелкового Ковенского корпуса генерал-майор Перекрестов. Здесь сидят маршалы, здесь сидят генералы, и они знают, когда командира роты представляет командир полка, командир бригады, командир дивизии, командир корпуса, он уже герой. Но только за то, что он калмык, он не получил этого звания. Но настало время, когда тех, кто по 3 золотые звезды получали после войны, потому что не калмык, а калмык, который подвиг совершил великий, не получил, мы можем выправить. И об этом говорит наша декларация. Это будет нашим делом. Тут красный огонек вспыхивает, но я хочу все-таки еще одно сказать. Почему случается такое? Почему мы переживаем великие беды, и никто никогда не отвечает за это? Вот указ Верховного Совета СССР, подписанный
о ликвидации Калмыцкой АССР и образовании Астраханской области. В этом указе сказано: всех калмыков, проживающих на территории Калмыцкой АССР, переселить в другие районы, а Калмыцкую республику ликвидировать. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Калинин. Это он подписывал тогда, когда его жена выскребала гниды из белья заключенных в Казахстане в одном из лагерей. Этот бывший действительно ленинец, но переродившийся Иуда подписывал не только этот документ, но многие позорные документы. А мы с вами ходим по проспекту Калинина, смотрим на памятник ему. Да почему мы так трудно расстаемся с нашим позорным прошлым? И не этим ли объясняется в какой-то степени падение нашего с вами престижа? Не в том ли, что мы не можем не только окончательно расстаться, но почему-то боимся нашего прошлого? Нельзя этого делать, и это декларация, которые ждут все, плачущие сегодня крымские татары, и немцы, и турки. А вы знаете, ведь в этих наших списках нет названий других народов, которые несли такую же беду и горесть. Вот они где называются. Это документ от 26 ноября 1948 года. За самовольный выезд, побег из мест обязательного поселения виновные подлежат привлечению к уголовной ответственности и наказанию на 20 лет каторжных работ. За то, что я ушел к матери из села в село, за то, что я по глупости юношеской, полюбив девушку, побежал из села в село и, хватая меня там, на свидание убежал. Мне дают 20 лет каторги. Вот что такое мы осуждаем сейчас. А были сосланы и такие народы. Я хочу назвать имена этих народов, потому что в других документах они почему-то не фигурируют. Я прошу вас прощения, я попросил закрыть мой 1 минуту, и я хочу это использовать. За самовольный выезд, побег с мест обязательного поселения выселенцев, чеченцев, карачаевцев, ингушей, балкарцев, калмыков, немцев, турок, крымских татар, крымских болгар, крымских армян, курдов, хемшилов. Все они сегодня будут благодарить нас с вами, будут благодарить Господа Бога, те, которые веруют, что правда есть на земле и есть носители этой правды. Благодарю вас. Спасибо. Слово предоставляется товарищу Дарсигу, подготовиться Борис Сергеевич Олейник. Конечно, это вопрос реабилитации, это я не против этого. Ну почему? Давайте подумаем одно. Ведь я преклоняюсь тем русским людям, которые сейчас страдают, которые расстреливают их отцов, сестр, генералов. Я им преклоняюсь в первую очередь. Мы не будем разделять нацию вот так. Если мы были бы дружно, после установления советской власти, дружно были все бы, это бы не было бы здесь бы. Вот так. Потому что не было у нас дружно. Как Ленин умер, и у нас пошло. Все. Ведь почему, когда советская власть устанавливалась, ведь все большевики, большинство они, где мелкие нации искали, чтобы их не уничтожили белые армии. Вы посмотрите, за то, что ингушский народ и чеченский не дал большевиков растерзать белой армии Деникину. И вы посмотрите, 1000 человек они уничтожили, все равно наши чечен ингуш ни одного большевика не выдали. Для чего нужно было выселять в 1944 году? Для чего это нужно было? В
44-й год, ладно, выслали. Я помню, я не могу своей сестры, к отцу, к брату пойти, от таких тысячи. Они у нас что сделали? Я помню, вагоны выгружают, там мертвые были по 100 по человеку. Их кто подходил, расстреливали. Разве мы живем не в советской? Ведь Ленин лежит среди красных знамен, вы понимаете? Там доля есть нашего труда, моего чеченского, ингушского. Все это сидящего в этом зале ляжет, и русского. Ну почему тогда в 1953 году, когда мы зверя Берия размочили, и тот человек, если это не было Хрущева бы, здесь бы нам не было бы сидеть, и мы в зале, и руководители партии не были вот так. Если Хрущев власть имел бы, все бы хана было государство. Он поставил бы главорезов, уничтожал бы всех людей бы. Ведь сейчас недавно у нас живые люди нашли, наших чеченцев, ингушей, 700 человек разогнали, говорят, живыми сожгли. У Казани, говорит, Берии было. Так где правда? Почему сегодня я должен кланяться, ходить к руководителям, отдай мою землю? Почему это так творится? Это не должно. Зачем мне политический реабилитация? Мне надо, где я родился, отдай мне, отдайте землю, если она принадлежала, любым отдайте. Пусть на этой земле живет любой национал. Мы найдем, мы дружно будем жить. Но когда еще нечестность есть, понимаете, среди некоторых людей, они стараются как-то обойти, тому угодить. Нет, так не должно быть. Я считаю, еще самое главное, и у меня в этом, еще я обращаюсь лично к Горбачеву даже, есть герои Советского Союза, представители этих наций, тоже нужно, вы понимаете, Николай Кузнецова, это же разведчик, Цурой Абдулла, у меня есть, я вам дам генералы, представляю героя Советского Союза, и если он говорит, что заради этого Цурой Абдулла, говорит, все операции Николай Кузнецов говорит, делал. А почему? Его имя даже в книге не было написано. Он еще идет, как Володя идет, он сильным духом. Не решали, говорит, Берия, Сталин. Но сегодня-то Берия, Сталина-то нету. Что стоит указ создать? Даже завтра. Нас же выселяли за 2 часа. За 2 часа выселили. Почему указ не создать? Как она была по границе и что от этого получится? Ведь земля-то одна. Ну, народ-то, видите, не так это понимает. Когда маленький народ, вот у нас такая маленькая нация, так обидно, потому что земля, она маленькая. На лошади можно за полчаса объехать. Если оттуда, где я родился, мои дома не вернули, да где правда может быть? Я живу в коммунистическом строе, я перестройку поддерживаю. И мы, чечены, ингуши, эту перестройку мы поддерживаем. Я видал, как люди молятся, чтобы перестройка Горбачева пошла. Так пусть он и наш вопрос решит. Надо, я считаю, что пересмотреть надо конкретные меры, поручить Совет Министров принять постановление, определяющее восстановление имущественных, территориальных и других прав репрессированных народов. Спасибо вам за внимание. Спасибо большое. Спасибо. Слово предоставляется Борису Сергеевичу Олейнику. Подготовиться товарищу Фаргиеву. Борис Ильичу, прошу прощения. Ничего. Уважаемые народные депутаты, я полностью разделяю гнев и боль прекрасного человека, воина и чудесного поэта Давида Каультинова, как и поддерживаю представителя ингушского народа. Но я выступаю и выступать буду против термина реабилитация, ибо если мы как-то пришивали этот термин даже хотя бы по фальшивым, к безневинным репрессированным культам, то там хотя бы был этот по доносу фальсифицированный, выставленный корпус деликти. К нации, к народу это ни в коем случае это будет кощунственно, потому что они вне компетенции суда мирского. Ибо мы же не судим гору, реку, море за то, что они размещены там, где нам не хочется. Это дала природа. Поэтому я хотел бы предложить в абзаце 2 снизу
Верховный Совет СССР провозглашает полное политическое дальше восстановление в естественных правах эти народы и безоговорочно осуждает не просто практику, а хотя бы антигуманную практику насильственного переселения как тяжелейшее преступление, я бы присоединил, против человечности и противоречащие союз и, чтобы не ставить в одну позицию, и противоречащие самой природе, дальше по тексту. И можно бы все-таки сказать, что гарантом этого, что оно не повторится, должно стать правовое государство, формирование которого мы должны закончить. Чем скорее, тем лучше будет для всех нас. Спасибо. Спасибо. Слово предоставляется товарищу Фаргиеву. Подготовиться народному депутату Авторханову. Уважаемые депутаты, сегодня очень светлый день для нас. Это день, когда принимается декларация. Я сегодня вспомнил рассказы своих родителей о том, как 149 жителей чеченского селения Хайбах загнали в конюшню, обложили сеном и заживо сожгли женщин, детей и стариков. Самому старшему из них было 110 лет. Самые младшие родились в ночь перед сожжением. Это невозможно не понять и не простить. И поэтому требование восстановления исторической справедливости привело меня на эту трибуну. Я полностью поддерживаю выступление Кугультинова в той части, где требуется исключение слова «политическое», и настаиваю на том, чтобы этот вопрос был поставлен на голосование. Полная реабилитация всех репрессированных народов. Также я предлагаю добавить еще один абзац. Придать гласности и отменить все противоречия всех указов и постановлений союзного и республиканского уровня, изданные в 50-е и последующие годы в отношении всех репрессированных народов. Также конкретно в отношении ингушского народа, также и других народов требуется обеспечение полной гласности, как упразднялись автономии этих народов, как происходила депортация народов, издание всех указов и отмена этих указов, и половинчатость восстановления исторической родины, малой родины. Дальше восстановление всех наименований населенных пунктов, которые были до выселения, потому что существование положения, когда существует название, данные после 1944 года, это страшный укол народу, это оскорбление. Этому оскорблению надо положить конец. Это напоминание нашему народу о том, что мы были высланы. Следующее. Отменить статью 2 указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 июля 1956 года в части запрещения, то есть запрещение возвращения имущества, конфискованного при выселении. Это антиконституционная статья, и она требует отмены. На сталинском беззаконии мы не можем построить правовое государство. 4-й пункт касательно ингушей. Отменить постановление Совета министров СССР от 5 марта 1982 года за номером 183, запрещающее прописку в пригородном районе Северной Осетии и в городе Орджоникидзе. Данное постановление направлено против ингушей, так как оно препятствует их возвращению к своим прежним местам проживания. И это же постановление противоречит статье 3 указа Президиума Верховного Совета СССР от 9 января 1957 года, которая разрешает ингушам и чеченцам возвращаться на прежнее место жительства. Вот эти мои конкретные предложения. Я опять настаиваю на том, чтобы наши предложения, предложения Давида Кугультинова, то предложение, которое внес я, были поставлены на голосование. Спасибо за внимание. Спасибо. Прежде чем предоставить слово следующему выступающему, я хотел бы сказать, товарищи, мы принимаем декларацию. Не постановление, не закон, который предусматривает конкретные совершенно меры, которые необходимо принять. Эти постановления, законы, подзаконные акты и так далее, нормативные всякие распоряжения, они будут изданы на основе
той работы, которую ведут многие комиссии. Поэтому я очень прошу всех выступающих понимать, какой документ сейчас обсуждается и какой документ принимается. Принимается документ, имеющий огромное политическое значение для страны, для процесса демократизации и так далее, но не предусматривающий детализации, конкретизации и механизма по выработке, по осуществлению вот этих мер. Это все пойдет после этого документа. Я прошу это всех учесть. А иначе мы сейчас не сможем просто создать такой документ, и такой цели мы перед собой не ставили. Слово предоставляется товарищу Авторханову, подготовиться товарищу Оболенскому. Уважаемый председатель, уважаемые члены Верховного Совета, я всецело поддерживаю предложение Михаила Сергеевича о принятии декларации. Сегодня для нас, репрессированного народа, светлый день действительно. Представьте себе чувство народного депутата СССР, который родился в изгнании и ставшего спецпереселенцем, как только появился на свет. Был помилован в 1957 году. Заметьте, помилован, а не реабилитирован. Какие чувства могут испытывать народы, которым в любой день могли сказать: вас пожалели и помиловали, а вы тут еще смеете о чем-то выступать? А ведь в недавнее время так и пытались говорить. Поэтому я благодарен Верховному Совету за наш праздник. Я понимаю чувства Давида Кугультинова, Мусы Дарсигова. Они все это испытали, но это испытание легло и на меня. В моем паспорте навсегда осталась запись, что я родился в Средней Азии. Я благодарен тем народам, которые дали мне жизнь, помогли моим родителям воспитать и сделать человеком. Я хочу сказать о тех чудовищных обвинениях и лжи, использованных для очернения народов и репрессировать их. Сейчас уже документально установлено, что за весь период Отечественной войны на территории Член-Ингушетии было сброшено всего 74 десанта, тогда как обвинение было в массовом бандитизме и массовом переходе в сторону фашизма, хотя Член-Ингушетия не была оккупирована. Я хочу сказать, что в Бресте, защищая рубежи нашей Родины, погибло более 200 чеченцев и ингушей. Герой нашего народа, пулеметчик 19-летний Ханпаша Нурадилов, уничтожил 920 фашистов, погиб при защите Сталинграда. Сформированный в Член-Ингушетии кавалерийский полк дошел от Терека до Эльбы. И вот представьте себе чувство командира полка, полковника Висаитова, который после победы должен был ехать не к себе на родину, в Член-Ингушетию, а в Казахстан к выселенной семье. Думаю, что вам всем сегодня будет понятны наши чувства, чувства детей старшего поколения, испытавших и продолжающих испытывать на себе то вопиющее беззаконие, совершенное 23 февраля 1974 года, а указ о выселении вышел 7 марта 1944 года. В 1946 году указ был утвержден на Верховном Совете СССР. Высказывая свое глубокое удовлетворение политической реабилитации репрессированных народов, мне хотелось бы просить народных депутатов в поддержке при решении ряда вопросов правового, экономического и территориального характера, без чего эта реабилитация не будет достаточно полной. Предложение следующее, товарищи. В указе Президиума Верховного Совета СССР о восстановлении ЧССР от 9 января 1957 года сказано, считать утратившим силу указ ПВС от 7 марта 1944 года о ликвидации Член-Ингушской ССР. Мы считаем, что это оскорбительная формулировка и предлагаю отменить все указы Президиума Верховного Совета СССР в отношении всех репрессированных народов, как антиконституционные, антисоциалистические. Полная отмена указов важна для того, чтобы начинать серьезно рассматривать проблему восстановления границ, скажу на примере Чечен-Ингушетии. В частности, возвращение пригородного района, включенного в состав Северной Осетии. Это тяжелый вопрос, но он должен быть решен, так как является предметом постоянных стычек братских народов, тысячелетия живших в дружбе. В приведенном указе сказано о разрешении чеченцам и ингушам возвращаться на прежнее место жительства, но не отменено предыдущее решение. Указ от 6 июля 1956 года о невозвращении имущества, конфискованного при выселении, конечно, сейчас трудно определить, но оно конфисковано, потому как
потому как в акте беззакония слова «конфисковать» вообще нет. Очень много примеров, когда жилые дома ингушей и чеченцев, проживающих в Дагестане, Северной Осетии, есть примеры и в самой Ингушетии, стоят незаселенные, свободные, без ухода хозяина разваливаются. Но даже эти развалины по закону, их законные хозяева получить не могут. В указе не осталось без внимания чеченцы и ингуши, проживающие. В указе не остались без внимания чеченцы и ингуши, проживавшие в прилегающих районах, то есть в Дагестане и Северной Осетии. Указ о восстановлении обошел этот вопрос молчанием. Это создало основу для продолжения издевательства над чувством замученных, загнанных постоянными переездами войн, поисках правды, справедливости на этой земле и нормального расселения на исторической территории. Евгений Максимович, я вас очень убедительно прошу, потому что я очень редко выступаю, даже не выступаю, поэтому закончить него. Нет, я понимаю, что это очень и чувство проявляется, и все вам сочувствуют и так далее. Но когда поднимаются вопросы территориальные сейчас, я боюсь, что будут другие выступления, где будет, понимаете, давайте говорить о декларации, давайте ее примем, потом приступим к конкретным мерам по осуществлению. Я одобряю настоящую декларацию, но я просил бы вас дать мне закончить. Пожалуйста. Принято, вот Фаргеев сказал, что принято постановление не прописывать ингушей. То же самое творилось и в Навалахском районе, бывшем Ауховском Дагестане. Это происходит поныне в стране, чья конституция запрещает дискриминацию по национальным, расовым, религиозным признакам. И это, как известно, преследуется законом. Мы просим товарища Рыжкова Николая Ивановича отменить это постановление на заседании Совмина. Ждем мы такого же решения и от народного депутата Мирзабекова, председателя Совмина Дагестанской ССР в отношении чеченцев-акинцев. Думаю, что было бы справедливо и правильно, если бы правительство автономной республики восстановило бы Ауховский район, что явилось бы истинным шагом дружбы и к братству. У нас на Кавказе говорят, помочь ослабшему в пути достоинства. Пройти мимо, делая вид, что не видишь, низость. Было время, нам было всем тяжело. Сегодня не очень много и нужно сделать, чтобы быстрее зажили наши раны. Посмотрите вокруг, и вы все это увидите. Не возвращены на свои исторические места крымские татары, турки, месхетинцы, немцы по Волжье. В теории марксизма-ленинизма сказано, что нация, национальность – это общность людей, имеющих общую территорию и язык. Значит ли это, что эти народы, разбросанные по группам в стране, не национальны? Их нужно возвратить так же, как и выселяли. Вопрос о стаже работы, его непрерывность, назначение пенсии. Скажите, в чем виноваты люди, которые согнали из своих земель работ и выброшены в Казахстан, Среднюю Азию, Сибирь? Как им учитывать непрерывность стажа? Уважаемые депутаты, я обращаюсь к вашей мудрости. Вдумайтесь над проблемой репрессированных народов, не оттолкните ее, постарайтесь вникнуть в ее суть. Я надеюсь на ваше мудрое и справедливое решение, ведь многие из вас видели эти репрессии, почувствовали ее тяжесть. И поэтому я обращаюсь к вам проголосовать два предложения. Отменить все указы Президиума Верховного Совета СССР и Союзных Республик по репрессиям народов как антиконституционные, антисоциалистические, как акты вандализма в отношении невинных народов. Поручить Президиуму Верховного Совета создать комиссию по правовой, экономической, территориальной реабилитации репрессированных народов для подготовки соответствующего постановления. Спасибо вам большое. Благодарю вас. Спасибо. Слово предоставляется народному депутату Оболенскому, подготовиться народному депутату Антонайтису. Уважаемые коллеги, полностью поддерживая предложенный проект, я, как и авторы, выражаю надежду, что такое больше не повторится никогда. Однако такие пожелания могут остаться пустым сотрясанием воздуха, если мы не сможем найти, выработать механизм, который как предохранительный будет предотвращать подобное. Как известно, лучшим лекарством от преступности является неотвратимость наказания за совершенные преступления. Не зря это пока недостижимая мечта правоохранительных органов полностью совпадает с вековой мечтой человечества. Как известно, в сказках всегда зло свое получает. Я понимаю и всей душой на стороне тех,
граждан, которые требуют найти преступников и воздать им за все содеянное, потому что нет слов, чтобы оценить, назвать то, что творили с нашим народом и со всеми народами в стране. Однако мы должны себе отдавать отчет, что к судебной ответственности мы их не привлечем. Они спрятали, понимая в душе, что творят, прятали концы в воду, как говорится, и последующие покровители, по-моему, им тоже помогали. В этом плане остается нам по крупицам собирать информацию, как-то восстанавливать историю в полной ее обнаженной буквально наготе. И за это, наверное, нужно большое спасибо сказать обществу «Мемориал». И, пользуясь случаем, не могу не выразить удивление, почему до сих пор это обществу, ему отказывают в регистрации всесоюзной. Другие у нас, как известно, быстро регистрируют. В то же время хочу сказать, что у нас есть еще один вариант именно здесь заложить основы этого механизма, предотвращающего на будущее подобные вещи, если вдруг у кого-то захочется повторять. Я хочу обратить ваше внимание, что во всем мире есть преемственность государственной власти. Она прежде всего выражается в ответственности за то, что было принято до существующих органов власти. У нас пока очень удобно было уходить от ответственности такой, говоря, что мы к этому не имеем отношения. Это принималось до нас. И в связи с этим я хочу, Рафик Нишанович уже в своем докладе упоминал, я внес туда официальный текст, я хочу предложить вам проголосовать в дополнение к этой декларации следующих две части в конце. От имени государства, признавая всю полноту вины и ответственности за произвол, допущенный в отношении граждан во время осуществления массовых переселений, Верховный Совет намерен всемерно способствовать возвращению на родину граждан, пострадавших во время репрессий, если они изъявят на то желание. Естественно, к этому должны быть какие-то механизмы разрабатываться, поэтому следующая часть этому посвящена. В течение 6 месяцев Советом Министром должен быть разработан и представлен на утверждение Верховного Совета порядок материальной компенсации ущерба, нанесенного гражданам в период массовых переселений, а также порядок урегулирования спорных ситуаций, могущих возникнуть при возвращении граждан к местам их прежнего проживания или проживания их родителей. Я хотел еще добавить сюда перечень о отмене всех неправомочных актов законодательных, которые были приняты. Но, возможно, Верховный Совет сочтет возможным, уже здесь вот прозвучал в предыдущих выступлениях целый список таких постановлений, уже сейчас их отменить, с тем, чтобы в будущем, если выявится новый, дополнить его. Я думаю, с этим откладывать не следует. И последнее, это уже не совсем относящееся к декларации, но в том же ключе. Да, кстати, по декларации я бы хотел предложить, время кончается, поэтому продолжения не будет. Да. По тексту сугубо. 1, 2, 3 часть. Там есть фраза: «Политика насильственного переселения отразилась на судьбе корейцев, греков, курдов». Я думаю, что не только этими национальностями исчерпывающий список закрывается. Я бы предложил добавить и многих других национальностей. Вот эти слова. Спасибо за внимание. Спасибо. Слово предоставляется товарищу Антонайтису. Подготовиться Андрею Дмитриевичу Сахарову. Уважаемый Верховный Совет, уважаемые гости, на пути к правовому государству декларация полной политической реабилитации народов необходима. Народы Советского Союза и мира ждали такого документа, и, по-видимому, мы все, как один, поддержим этот документ. Однако декларация не является окончательным документом. Ее следует дополнить. Декларацию следует дополнить конкретными решениями. Назову некоторые. Первое. Право возвращения народов на прежние места жительства. Второе. Возмещение материального и морального ущерба. И третье. Вам, наверное, покажется странным.
но мы, прибалтийцы, считаем, что в декларации необходимо упомянуть дело прибалтийских республик, так как они понесли наиболее ощутимый ущерб. Дело в том, что прибалтийские народы были переселены с их территорией. Этого не случилось ни с одним народом. В 1940 году сталинским режимом была уничтожена государственность Эстонии, Латвии и Литвы. В 1940 году против этих республики была применена агрессия, они были оккупированы и аннексированы. Пребывание Эстонии, Латвии и Литвы в составе Советского Союза является незаконным процессом. Если кто-то говорит о добровольном присоединении прибалтийских республик в Совет... Простите, пожалуйста. Я закончу. Подождите, я должен вас прервать, потому что мы обсуждаем вопрос конкретный, связанный с декларацией. Если вы считаете, что туда нужно добавить что-то, вы об этом сказали уже. Но мы считаем, что наш вопрос относится к этой декларации. Я задержу 2 минуты, не больше. Дело не во времени, а дело в обсуждении вопроса. Дело в сути. Перестройка, основана на лжи, в Литве, Латвии и Эстонии не будет иметь успеха. В 1940 году в Советском Союзе был самый кровавый режим в мире. В Союзе были уничтожены лидеры коммунистов партии Прибалтики. Спрашивается, неужели нормальные народы добровольно сунули головы в кровавую петлю? Мы просим Верховный Совет восстановить историческую справедливость. Для начала необходимо, первое, ускорить работу комиссии, председатель товарищ Яковлев, по оценке событий 1939 года, то есть результаты пакта Молотова. Сегодня и вчера раздавался документ, вернее документы, заявление комиссии. По этим документам видно, что комиссия работает неудовлетворительно. Второе, поручить той или новой комиссии дать оценку событиям 1940 года. Верховные Советы Эстонии, Литвы и Латвии, я повторяю, Верховные Советы, такую оценку в той или иной форме уже дали. Поэтому Верховному Совету Советского Союза правовую оценку дать легко. Следует проанализировать и обобщить выводы, сделанные в республиках, люди которых лучше других знают и помнят, что действительно произошло в 1940 году. И в заключение я зачту несколько строк из заявления комиссии, поскольку документ, по-видимому, мне все получили. Подождите, но вчера ведь уже было сказано о том, что на съезде будут рассмотрены результаты комиссии, которые создал съезд. Зачем вы сейчас начинаете поднимать вопросы, которые не относятся к тому, что мы обсуждаем? Я объясню почему. Дело в том, что комиссии было поручено рассмотреть события 1939 года. Я знаю, что некоторые лидеры этой комиссии пытаются 1939 год отсоединить от событий 1940 года. Это были события одной цепи, и они должны быть рассмотрены полностью. Спасибо. Спасибо. Слово предоставляется Андрею Дмитриевичу Сахарову, подготовиться товарищу Щербаку Юрию Николаевичу. Декларация, которую мы сегодня обсуждаем, является документом огромного политического, исторического и нравственного значения. Я поэтому считаю, во-первых, что необходимо полностью перечислить все те народы, относительно переселения которых есть документальные свидетельства, и также добавить и других, потому что в ряде случаев мы можем предполагать, что таких свидетельств не сохранилось. Этот список должен быть максимально полным. Я согласен с депутатом Кугульдиновым, что слово «политическая реабилитация» или даже просто реабилитация не может быть тут применена. Она является неправильным и даже оскорбительным. Я предлагаю сказать, что это декларация восстановления справедливости по отношению к переселенным
и подвергшимся геноциду народам. И раз речь идет о восстановлении справедливости, то это должен быть действительно акт полной справедливости, и когда людям действительно восстанавливают справедливость, то они не боятся отдать обратно больше, чем было взято. Больше в данном случае отдать невозможно. Поэтому мы должны включить в эту декларацию слова о том, что, сознавая историческую вину нашего государства перед переселенными народами, государство принимает на себя обязательство принять все меры для возвращения на родину всех тех представителей этих народов, которые выразят такое желание, способствовать этому юридически и материально. И государство готово принять на себя ответственность за материальную ответственность, материальную компенсацию за нанесенный людям ущерб. Наше государство является не только правоприемником, а просто прямым наследником того режима, сталинского, жесточайшего режима, который осуществил эти акты. Мы знаем, что, например, правительство ФРГ приняло на себя ответственность за материальную компенсацию тем, кто стал жертвой фашизма. И тем более наше правительство, наше государство не может уйти от такой компенсации. Но первое и самое главное – это обеспечить право на беспрепятственное возвращение народа, восстановление тех государственных форм, которые были у этих народов. Этот акт, где мы не можем думать ни о чем, кроме восстановления справедливости. Никакие прагматические соображения нас тут не могут останавливать. И я уверен, что те, кто живет сейчас на этой территории, будут жить с переселенными народами в мире. Они найдут возможность потесниться, если в этом будет необходимость. Или же другие решения проблемы могут быть найдены. Но не выполнить этого долга справедливости мы не имеем права. Спасибо. Слово предоставляется Юрию Николаевичу Щербаку. Прошу прощения, подготовиться народному депутату Шеховцову. Ранней весной 1944 года я возвращался из эвакуации из России в поезде на одной из маленьких станций, не помню уже какой. Мы возвращались в Киев, на Украину. Мы увидели страшный эшелон, в котором были женщины, дети, старики. Я никогда не забуду их страдальческих взглядов, их голосов, их просьб дать им поесть, дать им воды. И это воспоминание преследует меня. И прекрасно, что сегодня мы здесь, в этом зале, принимаем декларацию, которая окончательно должна подвести черту под этой страшной, кровавой, драматической историей. У меня есть предложения конкретные по тексту нашей декларации. Такие. Я предлагаю назвать декларацию
таким образом. Декларация об осуждении антисоциалистической, противоправной преступной практики насильственного переселения народов в годы сталинщины. Далее. Я предлагаю в первом абзаце такие дополнения. Когда бурно идет процесс демократизации, очищения всех сторон нашей жизни от деформаций и искажений, я предлагаю поставить общечеловеческих принципов гуманизма и социализма. В народе, здесь в тексте говорится в народе, я предлагаю это неудачное выражение, в стране усиливается стремление знать всю правду о прошлом. Далее. Предлагаю фразу сформулировать следующим образом, такую. Массовые аресты, лагерное мученичество, обездоленные женщины, старики и дети в переселенческих зонах продолжают не тревожить нашу совесть, а взывать к нашей совести, оскорбляет нравственное чувство. Далее, следующий абзац. Варварскими акциями явилось выселение. Я предлагаю здесь точно сказать, чьими акциями? Варварскими акциями сталинского режима явилось выселение в годы Второй мировой войны и далее по тексту. Следующая фраза, здесь уже об этом говорили, депутат Оболенский, я тоже поддерживаю это предложение. Здесь политика насильственного переселения отразилась на судьбе корейцев, греков, курдов. Я позволю себе не согласиться с уважаемым Евгением Максимовичем, который говорит, что здесь идет только о полном переселении народов. Я хочу напомнить, что в Западной Украине, население Западной Украины очень пострадало в период 1939-1941 годов и послевоенные годы от массовых депортаций. Десятки, а может быть и сотни тысяч людей были переселены. Практически ни в одной семье почти нет человека, который бы не пережил это. Далее, товарищи, мы не должны забывать о поляках, которые тоже пострадали. И сегодня, наверное, надо было бы здесь их назвать, потому что и перед войной были переселены, депортированы поляки, потом было совершено преступление в Катыни, убийство польских военнопленных. И я хочу вам напомнить, что нынешний президент Польской Народной Республики Войцех Ярузельский был одним из этих переселенных, депортированных людей. Поэтому нам тоже надо, очевидно, вспомнить. Или, по крайней мере, сказать и другие народы. Далее, я предлагаю следующий абзац сформулировать таким образом. Верховный Совет провозглашает и подтверждает полную невиновность народов, подвергшихся насильственному переселению. Не реабилитацию, а полную невиновность от начала самого. Далее. Следующая, эта же фраза, продолжение. И безоговорочно осуждает практику насильственного переселения как тяжелейшее преступление перед человечностью, добавить предлагаю, противоречащее основам международного права, гуманистической природе социалистического строя, принципам демократии и законности. И далее, я думаю, что нам надо придать достаточный вес этому заявлению и сказать, Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик торжественно заявляет, и далее по тексту, что подобная практика и так далее. И я хочу в заключение сказать, что сегодняшний день свидетельствует о том, что есть Бог на свете, на небе и есть справедливость на земле. Только, к сожалению, часто справедливость запаздывает на долгие годы. Но хорошо, что она приходит. Спасибо. Юрий Николаевич, подойдите, пожалуйста, замечание. Так, слово предоставляется народному депутату Шеховцову подготовиться народному депутату Халик Ларисе Семеновне. Уважаемые товарищи, должен вам напомнить, что термин «декларация» в переводе означает «провозглашение». Это справедливо отметил председательствующий документ политического характера. Я думаю, нам сегодня необходим юридический акт. Я знаю, что нормативного акта в форме декларации практика существующая не знает. Верховный Совет СССР, мы с вами, орган законодательной власти, и в соответствии с ныне действующей Конституцией мы принимаем законы и постановления. Я думаю, хватит деклараций. Предлагаю обсуждаемый сегодня чрезвычайно важный, принципиальный документ назвать постановлением о полной реабилитации названных народов. Я согласен с уважаемыми выступающими депутатами, которые говорили, что речь идет не только о политической реабилитации, но и о юридическом восстановлении прав, которые были попраны в результате этих совершенно незаконных, диких действий.
Считаю, что постановление как раз это то название, которое отражает сущность данного документа, и хотя звучит не так благозвучно, как декларация, но зато верно по существу. Для того, чтобы избежать декларативности, в тексте постановления я предлагаю оставить констатирующую часть. Это будут, прошу посмотреть, уважаемых депутатов, первые 3 абзаца документа, констатирующая часть, а затем записать постановляющую часть. Верховный Совет СССР постановляет: первое – полностью реабилитировать названные народы. Второе – безоговорочно осудить практику насильственного переселения как тяжелейшее преступление, противоречащее самой природе социалистического строя, принципам демократии и законности. И третий пункт – отменить нормативные акты, нарушающие права народов. То есть, таким образом, в этой постановляющей части мы учтем те предложения, которые сегодня прозвучали. Я убежден, что вслед за принятием этого постановления необходимо решать конкретные проблемы репрессированных народов. Но юридическую базу, повторяю, юридическую базу последующих справедливых решений, поступках, действий мы просто обязаны утвердить сегодня. Спасибо. Спасибо большое. Слово предоставляется Кларе Семеновне Халик, подготовиться депутату Семенихину. Уважаемые товарищи, мы начинаем уже повторяться. Я вижу в этом добрый знак, потому что это говорит, я думаю, о нашем единодушии в оценке случившегося горя с нашим обществом, с нашими народами. Я поддерживаю то, что здесь было сказано депутатами Оболенским и Сахаровым, о том, что этот документ будет он постановлением или же декларацией, мы решим это, наверное, скоро. Это должен по характеру быть документом публичного покаяния государства за преступления, которые были совершены против народов. Это первое. Второе, о списке, который здесь. Я поддерживаю, что этот список должен быть максимально полным. И к тому, что уже здесь сказано, я хочу, чтобы в этом списке было еще назван один народ, вернее, осколочек народа. Речь идет о советских финнах, которые истреблялись, перегонялись с одного края этой необъятной страны в течение почти 20 лет. Я думаю, что принятый сегодня, или, по крайней мере, документ, который мы будем доводить до кондиции, будет говорить о нашей бескомпромиссной решимости покончить с рецидивами сталинщины. Но это означает, что оценки, которые мы должны давать нашему прошлому, должны приближаться максимально к адекватным юридическим оценкам в этом вопросе, или правовым оценкам, простите. По Международной конвенции от 9 декабря 1949 года, по крайней мере, по 3 пунктам В, С и Е, то, о чем мы сегодня говорим, может характеризоваться только однозначно. Это случай геноцида. И я думаю, в таком случае у нас нет права, давая оценку случившемуся, ссылаться на нарушение принципов демократии, например, ибо нарушены элементарные человеческие права, право человека на жизнь. То, что особым совещанием или даже прошлым Верховным Советом такие античеловечные решения принимались с демократической процедурой, большинством, это не превращает деяния такого рода вообще в деяния, которые можно измерять
демократично, недемократично, по-социалистически, не по-социалистически и так далее. Мы должны вообще исключать возможность применения таких оценок. И последнее. Я очень поддерживаю все те предложения, что мы должны заявить от имени государства, от имени Верховного Совета о готовности принять меры о не только реабилитации, но восстановлении в национальных правах всех народов. Возможности, как говорится, возвращения на родину и восстановление полностью в правах народов. Спасибо. Спасибо. Слово предоставляется народному депутату Семенихину, подготовиться народному депутату Сефершаеву. Уважаемые депутаты, я полностью поддерживаю декларацию, которая сейчас разрабатывается, в которой много комиссия сил вкладывает, ума своего, души своей. Но я полностью поддерживаю депутата, товарища Шеховцова, который высказал свое мнение по этому декларацию. Я русский по национальности, но не буду сейчас говорить о русском многострадальном народе, которому необоснованно некоторая часть населения навешивает ярлыки всевозможные. Даже с этой трибуны сегодня прозвучало о 100 миллионном народе, недоброжелательном тоне. Я буду говорить о немецком народе, который, считаю, пострадал больше всех из репрессированных народов. Почему? Потому что все народы в основном сохранили свои обычаи, сохранили свой язык. Но немецкий народ, с которым я в Казахстане вместе с казахами, с немцами вырос, я вижу, что этот народ забыл не только свои обычаи, он забыл свой язык. И в данное время тот народ более 2 миллионов, который прибыль дает наше государство в год более 15 миллиардов рублей, срывается со своих мест, уезжает в место своего проживания, ФРГ. Конечно, там принимают их с объятиями, потому что уезжает интеллигенция, высококвалифицированные рабочие, специалисты, которые здесь обучились, которые здесь приобрели опыт. И там они, конечно, нужные люди. И я считаю, нам надо быстрее, не откладывая ни в какой долгий ящик, провести, может быть, и референдум народа немецкого, подойти очень умно, очень строго, где расселить это население. И я считаю, что, чтобы не повторилась участь биробиджанской автономии, немецкий народ расселить там, где он пожелает. Вот что я хотел сказать. Большое спасибо за внимание. Спасибо большое. Слово предоставляется товарищу Сефершаеву, подготовиться депутату Игнатовичу. Товарищи, давайте. Уважаемый президент, уважаемые депутаты, товарищи, я единственный депутат от крымского татарского народа. Крымский татарский народ является древним народом. Со своей многовековой историей, языком, культурой, укладом жизни предки крымских татар на протяжении тысячелетий жили на Крымском полуострове. В 1783 году Крым вошел в состав России. Когда началась Великая Отечественная война, наш народ, числился которого тогда составлял около 350 тысяч человек. Как и все советский народ, встал на защиту нашу родину от фашистского нашествия. 68 тысяч мужчин ушли на фронт, из них 28 тысяч погибли на войне. 12 тысяч были расстроены за участие в подпольном и партизанском движении. Были сожжены десятки крымских татарских сел. Несмотря на все это, разве же после освобождения Крыма советская армия по указанию Сталина все крымских татар без исключения был изгнаны из родных домов. Я сам пережил это, мне было 9 лет, когда наши семьи выселились из Крыма.
Тогда, товарищи, вы извините, конечно, я немножко, вот только что товарищи выступили, сказали немецким товарищам и другим, я сам учился по казахским языкам, я живу в Узбекистане, поэтому, ну, хоть немножко, может, вы извините, конечно, это не уходите. Я полностью одобряю решение Верховного Совета СССР об отмене всех правовых актов Центра и на местах, содержащих ограничения конституционных прав крымских татар. Несмотря... Извините вы. Сейчас я... Несмотря на задержание ограничения конституционных прав крымских татар. Товарищи, я сейчас полностью одобряю товарища Гогульдинова, поддерживаю. И вот сейчас мы декларацию обсуждаем. Я прошу ускорить принять решение, юридическое право, реабилитация и механизмы ускорить наши вопросы теперь, товарищи. Я очень прошу, мы это решение ждали 44 года. Мы действительно потеряли свой язык, обычаи. Вот. Я очень благодарю среднеазиатским товарищам, узбекским народам, казахским народам, таджикским народам и русским народам. Я благодарю свои, в общем, просто сейчас я не могу, это уже вот такой декларацию принимаем. Я думаю, что мы тоже, как советские люди, так будем жить откровенно от души. С вами вместе до сих пор жили. Теперь я тоже думаю, у нас тоже действительно вот что-то сняли сейчас у меня. Вот такой легкий, вот такой стал я сейчас. Большое спасибо вам. Я думаю, что будете нас поддерживать и все будете решать наш вопрос. Спасибо. Слово народному депутату Игнатовичу. И давайте посоветуемся. У меня еще целый ряд записавшихся. Может быть... А? Да, да. Уважаемый президиум, уважаемые коллеги, людей моего народа, белорусов, тоже депортировали. Но больше предпочитали убивать на месте. В подвалах, в лесах, в ямах и оврагах. В одном только месте, в Куропатах, вблизи Минска, по признанию официальных властей, уничтожено около 30 тысяч населения. По данным активистам общества мартирологов Беларуси, около 250 тысяч. И там пролилась не только невинная кровь белорусов, она пролилась, смешалась со столь же невинной кровью и литовцев, и поляков, и украинцев, и русских. И я не представляю выше братства по крови, чем вот это братство невинно пролитой крови. Но, однако же, непосредственно о документе, который мы обсуждаем. Как ни жаль, что эта декларация запоздала во времени лет на 35. Но все же хорошо, что мы ее обсуждаем сегодня. Полностью согласен с теми, кто считал бы лучше ее назвать бы декларацией о полном восстановлении в правах народов подвергшихся и так далее. И вместе с тем еще хотел бы остановить внимание на одном вопросе. Здесь уважаемые народные депутаты и Кугульдинов, и Халлик упомянули термин «геноцид», которого, кстати, многие еще у нас, от которого так хотят откреститься и отмыться. Я только позволю себе дать определение, общепринятое определение этому понятию. Что такое геноцид? Это уничтожение людей по расовому, национальному, религиозному признаку или поставление людей по этим же признакам в условия, невозможные для проживания и влекущие вымирание. Как видите, применительно вот к этим народам есть все, что касается объективной стороны этого преступления.
А в других сторонах тоже, я думаю, спора не будет. Поэтому я предлагал бы предпоследний абзац декларации после слов «как тяжелейшее преступление» с дополнением Бориса Ильича Олейника «против человечности» через тире поставить геноцид. И дальше несколько изменить, несовместимый с самой природой социалистического строя и так далее. Но еще о том, что говорил уважаемый Давид Никитич. Мы меньше всего говорим о тех, кто избегаем говорить о том, кто ответственен за это все. На первой сессии Верховного Совета я Верховному Совету задал вопрос, когда мы обсуждали постановление о дополнительных мерах по восстановлению социальной справедливости в отношении жертв репрессий 30-х, 40-х, начала 50-х годов. До каких пор мы будем терпеть и продолжать увековечивание в различных формах, увековеченные имена тех, кто повинен в этих репрессиях. Эти же лица пожалуйста во всем этом. Тогда на первой сессии мой вопрос повис в воздухе в этом зале. Висит он до сих пор. А покуда он и этот вопрос будет висеть, гарантии того, что все это не сможет повториться, я не вижу. Спасибо. Спасибо. Слово предоставляется народному депутату Икаеву, подготовиться народному депутату Амбарцумяну Сергею Александровичу. Товарищи, у меня вот еще остается 2 человека, которые настаивают на выступлении. Давайте дадим всем выступить. Запись. Уважаемые товарищи, сегодня принимается, наверное, величайший по справедливости акт. Сегодня, наверное, получим какое-то очищение души, избавимся от какого-то чувства вины, которое в определенной степени давит на нас, на всех. Мне понятны боль, гнев, требования, горечь, прозвучавшие в выступлениях дорогих, уважаемых товарищей Кугультинова, Дарсигова, Фаргиева, Таханова. Но я просто хочу взвешенно подойти к некоторым вопросам и к некоторым требованиям, прозвучавшим в их выступлениях. Акт, который мы сегодня принимаем, это акт высшего органа государственной власти, и он должен служить только консолидации народов. Он должен служить прогрессу, развитию дружбы народов. И некоторые конкретные требования, прозвучавшие, например, в выступлениях товарищей, хотя бы по пригородному району в Северной Осетии, где названа конкретная территория, я думаю, не послужит этой консолидации и не послужит тому назначению, не послужит тому назначению, я как раз хочу быть последовательным. Я и там говорил об этом, что не надо обсуждать эти вопросы. И вас очень прошу. Так, я не обсуждаю эти вопросы, я не вступаю в полемику о принадлежности района, я просто саму постановку вопроса, я говорю по декларации. Если мы конкретными такими требованиями декларацию хотим разбавить, то мы не достигнем цели, которую эта декларация должна достигнуть. Потому что в той или иной степени, в той или иной форме все народы пострадали от этих беззаконий, все народы подверглись репрессиям. И сейчас, если те народы, которые, допустим, мы хотим, которым предъявляем претензии территориального характера, они в чем виноваты? И где уверенность, что в отношении них, в отношении тех людей, которые сейчас проживают на тех территориях, которым сейчас идут конкретные претензии, не подвергнутся тем же беззакониям, тем же репрессиям, может и в другой форме, может и под другими лозунгами. Поэтому я очень прошу, очень уважая, относясь с пониманием к требованиям и к тем выступлениям, которые прозвучали, к принятию декларации подойти очень взвешенно. Спасибо большое. Слово предоставляется Сергею Александровичу Амбарцумяну. Подготовиться товарищу Бишеру. Это последний выступающий. Просто несколько слов. Переселение, геноцид, насилие, беззаконие, античеловечность,
вандализм и так далее, и так далее, и так далее. Все это мы видим в этом акте переселения народов. И этот акт не только период Второй мировой войны, а после Второй мировой войны тоже этот акт продолжался. Акт продолжался до начала 50-х годов. Так что в этой нашей декларации, которая, вероятнее всего, надо назвать постановлением все-таки, я думаю, надо исправить, несколько расширить. Не только потому, что мы еще раз не должны вернуться к этому вопросу. Мы должны сейчас несколько расширить не только период Второй мировой войны, но и после. Потому что такие переселения были до начала 50-х годов. Ну, в том числе и армянского народа, примерно 200 тысяч человек был переселен, начиная с периода Второй мировой войны и до 1949 года. Следующий вопрос – это вопрос реабилитации. Использование термина «реабилитация» к этому акту никакого отношения не имеет. Я полностью согласен с депутатом Кугельдиновым, Олейником, потому что это совершенно другое понятие. Поэтому я предлагаю назвать постановлением об осуждении актов насильственного переселения народов и об объявлении их невинными жертвами беззакония периода культа личности Сталина и о полном восстановлении их прав. Необходимо, чтобы название уже говорило, что мы осуждаем, потому что просто говорить, что мы как-то мы реабилитируем, это будет очень мало для справедливости, для истории. Я считаю, что мы должны осудить. Спасибо. Спасибо. Слово предоставляется Ильмару Альгертовичу Бишеру. Вы знаете, мы уже подвели черту. Если вы хотите выступить, я тогда вынужден буду спрашивать всех. Да, хорошо. Пожалуйста. Можно? Здесь было уже сказано много слов, поэтому я не хочу повторить то, что было сказано до меня. Но, во-первых, я хочу сказать то, что я полностью присоединяюсь к тем, что в данном вопросе мы не можем ограничиваться только политической реабилитацией. Мы должны говорить о полном восстановлении справедливости. Мы не должны повторять то, что произошло в 1956 и некоторых других годах, в тот период, когда, с одной стороны, политическая реабилитация этих народов вполне сочеталась незаконными или уже законными, как и сказать, ограничением конституционных прав граждан, в частности, прав передвижения и невозвращения их имущества. Поэтому мы должны говорить не о политической реабилитации, но о полном восстановлении справедливости по отношению к этим народам. Второй вопрос. Мы говорили, что это было преступление против человечества, что это был геноцид. Но если это геноцид, если это преступление против человечества, то в соответствии это преступление, не имеющее срока давности. Это мы подписали в соответствии международной декларации. И тогда мы это тоже должны сказать. Я, конечно, понимаю, что подавляющее большинство этих организаторов или умерли, или, может быть, не совсем годится для скамьи подсудимых. Но я думаю, что если кто-нибудь сегодня еще получает генеральские или какие-то другие особые пенсии, то они должны быть лишены. И я думаю, что и наша партия должна принять по отношению к ним соответствующие отношения после этого документа. И самое главное, здесь это уже поднималось,
что такие действия не должны повторяться, что в нашей стране никогда не могут повторяться несудебные репрессии по таким признакам, как принадлежность к той или другой нации или по любым другим признакам. И, к сожалению, в этом моменте я должен сказать на очень тревожный момент, что несколько дней назад наш нынешний Президиум Верховного Совета принял документ, который можно истолковывать как оправдание несудебных репрессий. Это документ о несоответствии некоторых законодательных актов союзных республик Конституции СССР.